Первый этап пройден на отлично. Сегодня в Магасе чествовали медалистов. Какие напутствия им дал глава Ингушетии? 370 лифтов и ни одного специалиста в республике. На все эти лифты ни одного документа нет. На базе Северокавказского топливно-энергетического колледжа готовят специалистов по эксплуатации лифтового оборудования. Пенсионный фонд республики рекомендует родителям, которые еще не обращались за данными выплатами, не откладывать оформление заявления и получить полагаемые выплаты. Расскажем об изменениях в единовременных выплатах на детей от 3 лет. Поставил плиту и пользуюсь ею каждый день, как компьютером, телефоном или телевизором. Но к газовому оборудованию нельзя относиться по принципу «купил и забыл». В Ингушетии по поручению главы региона проходят масштабные рейды по проверке газового оборудования. Игры Росквиз проходят обычно 3-4 раза в год, которые бывают приурочены к знаменательным датам, вот как и сейчас, Дню российского флага. Ко Дню российского флага в первой школе Сунжи прошло познавательное мероприятие. Здравствуйте, это новости 24. В Магасе чествовали 270 золотых медалистов. Школьная пора, экзамены – все это для них пройденный этап. Впереди взрослая жизнь и серьезные решения. Но все это потом, а сегодня день, когда можно и нужно было гордиться своим усердием и высшими оценками. Лучших из лучших поздравил и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Репортаж Светланы Томовой. Позади 11 лет безупречной учебы или 99 месяцев упорного труда. Девушки в вечерних платьях, юноши в строгих костюмах. Для этих ребят сегодня особенный день. Саид Магомед Бедери отмечает, что заслуга в золотой медали не только его одного, но и родителей с учителями. Он уверен, если долго и упорно идти к своей цели, это бесспорно принесет ожидаемый результат. Было, можно сказать, сложно, но труд дал о себе знать, и знания, которые были получены мной, но они того стоили. В будущем я себя вижу не просто программистом, а то, когда нашему поколению взрослому говорит, что я хочу стать программистом, они думают, нет, не стоит туда идти, надо быть экономистом, юристом, так как, по своему прошлому опыту. 21 век, век инновационных наук, и надо показать, точнее, что надо становиться уже более программистами, так как эта сфера является более той, которая приносит больший доход. Альбина Галаева уже определилась с будущей профессией. Девушка мечтала стать врачом. Понимает, что такой выбор, возможно, станет не самым легким, но к сложностям в жизни и учебе готова. Конечно, 11 лет были тяжелыми, но наши педагоги очень хорошие учителя, и они мне помогли. С детства у меня была мечта стать врачом. То есть эта мечта никуда не улетучилась, и я хочу поступить в мединститут, и хочу стать врачом. К медалистам приехал и глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов поздравил выпускников с успешным окончанием школы и отметил, что среди отличников немало тех, кто за минувшие 11 лет не только проявил свои выдающиеся способности в учебе, но и становился призером различных олимпиад и конкурсов. Махмуд Али Макшарипович подчеркнул, эту награду ребята заслужили своим умом, упорством и жаждой знаний. Я говорю и хотел бы, чтобы вы понимали, у вас большая ответственность теперь перед родителями. Когда вам захочется полениться, доучить, сдать экзамен, вы знаете, не менее переживают ваши родители. Поэтому я бы хотел родителям сказать, Барак Алхамович, чтобы вот тот труд, который вложили, он был восполнен ответом ваших детей. И вот самый волнительный момент. Медалистов приглашают на сцену. Эти считанные минуты останутся в памяти на всю жизнь. Награду каждому вручает лично глава Ингушетии.
Жасмина Цычоева – выпускница Республиканского центра дистанционного обучения. Девушка приложила немало сил и терпения, чтобы получить именно такой конечный результат. С будущей профессией она также определилась. 11 лет учебы пролетели как один миг. К сожалению, мне очень грустно расставаться со своей родной школой. Я обязательно буду посещать, ходить в гости, потому что я очень люблю и ценю своих преподавателей и нашего директора. В будущем я вижу себя психологом, который будет работать на благо всем людям. Я очень постараюсь им помочь в преодолении каких-то трудных ситуаций. Золото, которого они добивались целых 11 лет, в руках у каждого выпускника. Разные по характерам, но их объединяет одно – тяга к знаниям. Это нелегкий путь был, я кропотливо трудилась, это были бессонные ночи, это были слезы, где-то была радость, но где-то были и падения, взлеты, все вот вместе было. Но если скомпенсировать, то я смогла достигнуть такого результата. Я бы хотела сказать будущим выпускникам, что если готовиться, у них все получится, главное верить в себя, в свои силы и в свои возможности. Вот. ЕГЭ – это, в принципе, несложный экзамен, если к нему готовиться. Здесь также собрались и учителя. Для них не просто расставаться со своими подопечными. Сегодняшний день – это еще и оценка их кропотливого труда. Много зависит от того, как учителя преподают свой предмет, как они заинтересуют ребенка. Наши учителя занимаются не только на уроках, но и дополнительно после уроков с детьми. Мы делаем все для того, чтобы подготовить выпускника к этим выпускным экзаменам, для того, чтобы привить ему умение работать самостоятельно. Ну и второй фактор, который, конечно, влияет, это желание самого ученика. Если у ребенка нет желания, тут какой бы учитель ни был, так максимально отработать с этим ребенком он не сможет. Не меньше выпускников волнуются и родители, ведь благодаря именно их поддержке и усилиям дети шаг за шагом шли к своей заветной цели. Были огромные переживания, волнения за детей. Будучи педагогом, да еще психологом, я переживала вместе с детьми. Наверное, мы шли к этой медали долго. Очень девочка трудилась. Как отмечает министр образования Эсет Бокова, полученные знания медалистов станут надежным фундаментом их будущих успехов. Золотая медаль выпускника, ученика – это прежде всего результат слаженной работы учителя, родителя и ребенка совместно. Я хочу пожелать всем выпускникам свершения всех их желаний, все дороги, чтобы были для них открыты, и результаты превзошли бы ожидания. После церемонии награждения коллективное фото с главой республики на память. Каждый из выпускников планирует поступить в высшее учебное заведение и, став высококвалифицированными специалистами, трудиться во благо своей республики. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. На базе Северокавказского топливно-энергетического колледжа имени Цурова готовят специалистов по эксплуатации лифтового оборудования. Дефицит таких кадров в регионе был ощутим. Для приведения этого хозяйства в порядок экспертная компания разработала специальный план. С ее представителями встретился глава республики. На ходе совещания в нашем сюжете. Согласно статистике Ростехнадзора, в прошлом году в стране в результате аварии при эксплуатации лифтов погибло 5 человек. Еще 6 получили травмы. Анализ трагических случаев показал, что основными причинами являются нарушения обязательных требований, установленных техническим регламентом эксплуатации оборудования. Та ситуация, которая сложилась у нас в республике, в лифтовом хозяйстве. Дома строим, дальше будем строить. Однако оказалось, что у нас нет ни одного специалиста. 370 лифтов и ни одного специалиста в республике. На все эти лифты ни одного документа нет. Вообще нет. Вот по-хорошему, сейчас это все надо остановить, и всех пешком ходить будут. По закону. У меня в голове не укладывается, как можно эксплуатировать лифт, который не имеет паспорта, не прошел регистрацию в Ростехнадзоре, не прошел техническое освидетельствие. Это преступление просто, понимаете? Продолжаться так не может. Жить так дальше нельзя. С
целью приведения лифтового хозяйства республики в соответствие правилам, приглашенной экспертной компанией «Титан Лифт» с начала года был утвержден план мероприятий по обеспечению надлежащей и безопасной эксплуатации лифтового оборудования и разработана дорожная карта. К настоящему времени проведено экспертное обследование 131 лифта на 52 объектах бюджетных учреждений республики. Предстоит работа по проверке муниципальных лифтов, жилого фонда, а также приведение всего лифтового хозяйства республики к нормам. По словам руководителя организации Владимира Сенникова, компания также будет вовлечена в подготовку специалистов для обслуживания и эксплуатации лифтов. Лифты не соответствуют требованиям норм и правил при эксплуатации лифтового хозяйства. В части отсутствует контроль диспетчерский за работой лифтов, не налаженная работа аварийных бригад по освобождению из застрявших кабин лифтов. Отсутствует техническая документация на эксплуатацию лифтов. Специалисты, которые обслуживают, имеют недостаточную квалификацию. Ну и, в общем-то, не заключены договора на само техническое обслуживание лифтов. В дальнейшем необходимо провести также натурное обследование лифтов жилого фонда и, значит, организовать работу ремонтной службы, которая бы комплексно, планово начала бы работу по налаживанию ситуации, по приведению лифтового хозяйства и поддержанию в нормальном техническом состоянии лифтового хозяйства. Специалисты есть готовые, пока планируем вахтовым методом направлять к вам сюда готовых специалистов и постепенно из молодых людей или желающих трудоустроиться готовить уже специалистов из местных жителей. По поручению главы республики на базе Северокавказского топливно-энергетического колледжа имени Цурова уже начата профессиональная подготовка электромехаников по лифтам и специалистов монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий с прохождением последующей производственной практики и трудоустройства. Первый поток выпустил 15 специалистов, во второй набрано 9 человек. Глава региона отметил необходимость строгого соблюдения соответствующих правил и технических регламентов, а также подчеркнул, что руководители ответственных органов понесут личную ответственность. Изучить, мониторить тот или иной министр, глава района, кого у вас не хватает. Вот если у нас посчитать, мы специалистов в любой области инженерной сложности приглашаем с других регионов. Мало того, 16 колледжев, да, 16, однако ни одного специалиста не готовят. У нас безработица, значит, мы, значит, берем специалистов с других регионов, значит, даже какие-то плановые регламентные работы выполняем, приезжает у нас, приглашаем опять, и все у нас бюджет. Вот у нас ни одну в гуманитарный вуз не направляем, только в технические вузы поедут. Вот я уже дал такое указание, мы уже подбираем, и у нас с республики ни одно направление целевое не будет, кроме как технические вузы. Авиационные пусть идут, политех пусть идут, информационные технологии и тому подобное. Нам нужны энергетический институт, строительный институт, но специфику надо делать. По факультетам я имею в виду. Вот. Берите специалистов, которые нужны вашему субъекту, то есть городу или району. Подбирайте их. Кроме того, руководитель субъекта поручил вице-премьеру Тимуру Фатахову взять ситуацию под личный контроль и предоставлять доклад о ходе работы. Просто надо максимально обеспечить безопасность и поэтапно, через год-два, чтобы этот вопрос снять, чтобы он в режиме, вот шел в правильном режиме работы и обеспечил жизнедеятельность населения нашего, жителей наших и безопасность их. Хава Саутыгова, Новости 24. В Ингушском отделении пенсионного фонда информируют, семьи с детьми, которым исполнилось 3 года в период с 1 июля по 30 сентября этого года, имеют право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Важно понимать, что речь именно о тех детях, которые ранее не получили эту выплату из-за того, что не входили в эту возрастную категорию. При заполнении заявления на портале госуслуг необходимо указать только одного ребенка, которому полагается выплата. В противном случае система не сможет отправить заявление в пенсионный фонд. А тем родителям, которые вовсе не успели оформить выплаты, стоит поторопиться.
Осталось чуть больше месяца для подачи заявлений до 3 лет и с 3 до 16 лет. Это касается тех семей, кто еще не успел подать заявление. Речь идет о выплатах, установленных указом президента Российской Федерации за номер 249 от 7 апреля 2020 года, как мера государственной поддержки российских семей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Пенсионный фонд республики рекомендует родителям, которые еще не обращались за данными выплатами, не откладывать оформление заявления и получить полагаемые выплаты, так как заявление можно будет подать только до 30 сентября текущего года включительно. После 30 сентября подать заявление будет невозможно. Самый удобный способ для подачи заявлений – это электронный способ. На портале государственных услуг можно подать заявление на детей в возрасте до 3 лет. Это ежемесячная выплата в размере 5000 рублей за апрель, май и июнь. Также на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. В Ингушетии по поручению главы региона проходят масштабные рейды по проверке газового оборудования. Под пристальным вниманием многоквартирные дома. За безопасностью следят МЧС, газовики, сотрудники администрации. Как прошла проверка в Карабулаке, расскажет Зелимхан Калуев. Это далеко не первая попытка проверяющих достучаться до жителей. Вот только никак не получается. Под особым вниманием старые многоквартирные дома. Обычно здесь, по словам специалистов, встречаются больше всего нарушений. В итоге, после больше десятка попыток, дверь открывается. Был у нас один случай в республике, в городе Малгобеке. Это отравление угарным газом. У нас женщина одна погибла. Вот в связи с этим у нас профилактические мероприятия. С вашего позволения зайдем, посмотрим. Дружелюбная хозяйка милости просит в дом. И неудивительно, ведь скрывать ей нечего. Нарушений газовики не нашли. Никаких нарушений нету. У него недавно делали инвентаризацию. Нарушений нет, все нормально. Ничего. Жалоб у них тоже нету. Нету. К ним претензий нет. Открывают дверь, и этажом выше газовая плита подсоединена, как и положено, с соблюдением всех правил. Но сотрудники МЧС замечают электрическую переноску, которую нужно заменить, чтобы избежать замыкания. Еще одно нарушение – ненадежная вытяжная труба. Пошла, что уже. А вот как должно быть правильно подключение? Правильно подключение. Видишь, главное повреждение его. Ее толкали, отодвигали. Законно прикреплен латежер. Я говорю, как наклюют, посадите, что на латеже. Но факт то, что она двигается, это для тебя плачевное состояние, положение худое, но надо... Я ее закрепляла, просто ремонты делали, мы его так не доделали. Хозяйка дома обещает исправить нарушения в короткие сроки, а недоверчивые газовики предупреждают, проверят через день. Марифат Льянова спешит заверить, к газовому вопросу она относится ответственно. Согласно инструкции, выход, специальный выход, чтобы не было угарного газа. В случае мы его Тихая смерть без цвета и запаха. Непоправимых случаев с отравлением угарным газом в регионе ежегодно фиксируют немало, поэтому лучше быть начеку. Небольшие утечки можно не замечать долго, в этом и кроются риски. Главная опасность газа в его привычности и повседневности, то есть в том, что опасность не ощущается. Поставил плиту и пользуюсь ею каждый день, как компьютером, телефоном или телевизором. Но к газовому оборудованию нельзя относиться по принципу «купил и забыл». Специалисты объясняют, почувствовать газ можно только когда его в ограниченном пространстве накопится уже достаточно много. Уже во втором многоквартирном доме проверяющие натыкаются на грубое нарушение по горячим следам. В одной из квартир сварщик самовольно установил газовое оборудование. Естественно, о ГОСТе и правилах безопасности речи не идет. Хозяйка переводит стрелки на газовиков. Я лично сама делаю пену и проверяю. Лично сама, потому что я очень чувствительна к этому запаху. Ханзяха, закон дуться. Закон, давайте на камеру дуться, да, не надо мне говорить. А в любом доме пройдите и скажи у любого, что я лично сам выхожу с бригады или нет. В эту квартиру ни один человек не постучался, не проверил ни один мой краник. Лучшая защита нападения подводит итог газовики. Случаи вопиющие, поэтому на месте составляют акт с последующим штрафом. Аханте бол закрывает деш, аханте варить деш. Дик бол выходит, киахат дождь, удостоверение дождь, схолчик. Ладно, мы понимаем, но у него так как киахат дождь, самоучку варить деш. После этого квартиры горят, после этого утечка газа делают. Так, но факт то, что наха зиму есть.
Впрочем, чтобы заметить нарушение, у жильцов не обязательно переходить порог подъезда. Некоторые умудряются ставить котлы прямо на балконе. Попасть к этому хозяину сегодня у комиссии не получилось. Так как спросил у соседей рядом, которые живут, они ответили, что в данной квартире уже люди больше недели не проживают или там в подъезде. Вот из-за этого в эту квартиру сегодня попасть у нас не получилось. Совместно с представителем газовой службы мы сюда еще раз приедем, составим акт, выдадим людям предписание, чтобы это все было устранено. Масштабные рейды по проверке газового оборудования в регионе проводятся по поручению главы Ингушетии. С начала месяца уже зафиксирован один летальный случай отравления угарным газом. Учитывая, что отопительный сезон еще не стартовал. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24. А теперь данные по коронавирусу. В России 5-й день подряд суточный прирост больных COVID-19 не превышает отметки в 5000. За минувшие сутки выявлено 4785 случаев. Всего, по официальным данным, заболевших коронавирусом в стране 942 106 человек. Выздоровевших 755 513. В регионе COVID-19 за сутки выявлен у 21 человека. В общем списке заболевших 4116, выздоровели 3620 человек. 20 пациентов в тяжелом состоянии, 2 из них на ИВЛ. «Сдай кровь, спаси жизнь». Донорская акция прошла сегодня на республиканской станции переливания крови. Ее организовали активисты клуба добрых людей. Кто-то сдавал кровь в первый раз, другие давно успели стать почетными донорами. Медики еще раз напомнили правила. При себе необходимо иметь паспорт, не есть жирную пищу, а просто подкрепиться сладким чаем. Сама процедура забора крови длится не более 5 минут. Акция проходит уже последние 3 месяца, уже 3-й раз. И при каждой акции получается сформировать определенный донорский потенциал для того, чтобы в дальнейшем тоже могли сдавать кровь. Но привлекаются люди как первичные, так и повторные, кто имеет желание сдать кровь для того, чтобы мы могли оказывать медицинскую помощь нашим больным. Такого низкого запаса или дефицита у нас нет экстремального, но, естественно, каждый день мы выдаем компоненты, и, соответственно, мы каждый день привлекаем доноров. Бывает, как правило, какие-нибудь определенные группы крови, которые требуется большой запас, или же редкие группы крови, это, как правило, отрицательные группы крови. Я прочитала в Инстаграме об этом, что сегодня День донора, акция проходит, записалась, номер оставила свой, вот пришла сдать кровь, я считаю. Вы первый раз даете кровь? Вообще 3-й раз даю, но по акции 1-й раз. А вот с рекомендациями там, не помню? Рекомендации Ну, нельзя, утром нужно выпить сладкий чай, жирное нельзя. Ну, я прочитала, но сейчас по рекомендациям я пришла, выпила чай с утра. Здесь внизу нас угостили чаем, печеньем и всем. Многие нуждаются, кто здоров, может оказывать помощь больным, потому что каждый может завтра оказаться на его месте. Легендарной дикой дивизии сегодня исполнилось 106 лет. Ратные подвиги ее всадников в летописи военной истории. Бесстрашные и самоотверженные. Один их вид уже производил устрашающее впечатление на врага. Джигиты и ингуши верой и правдой служили российской армии. На их счету немало ярких побед в решающих битвах. Память славных героев почитают потомки и по сей день. Ну а первый памятник всадникам конного полка установлен в Ингушетии несколько лет назад на мемориале памяти и славы в Насыркорте. Писатель, драматург, актер, режиссер, общественный деятель. Сегодня ингушскому классику Ахмету Бокову исполнилось бы 96 лет. Он был награжден орденом Дружбы за заслуги в области культуры, искусства и за многолетнюю плодотворную работу. Его книги выходили миллионными тиражами, а письма благодарных читателей складывались во множество стопок. Об истории жизни репортаж Хади Добриевой. О творчестве первого народного писателя Чечено-Ингушетии Ахмеда Бокова красноречиво говорит количество проданных книг. Общий тираж его изданий составил около 3 миллионов экземпляров. Этот показатель является рекордным не только в ингушской литературе, но и в творчестве писателей всех Кавказских республик. «Сыновья Беки», «Багровые зори», «Судьба» – название хотя бы одной из этих книг наверняка известны каждому жителю Ингушетии. Но мало кто знает, какую роль автор этих произведений сыграл в становлении не только ингушской литературы, но и национального театра. В
1959 году молодого корреспондента газеты «Сердало» Ахмеда Бокова республиканский Минкульт направляет на работу режиссером в Назрановский народный театр, который еще нужно было создавать. Начало народного Назрановского театра именно в этом здании было. Представьте себе, что здесь артисты, это бывшее здание ДК, да, здесь артисты репетировали, после своей работы вечером приходили, да, вот несмотря на то, что семья есть, отдавали все силы, стремление, вот, оставив все, они сюда приходили и становились артистами. Бокову удалось создать коллектив. Его заслуга огромная в том, что он профессионально занимался популяризацией родного языка. Популяризация языка на сцене, чтобы на ингушском языке играли наши спектакли и ставили роли наши актеры. Сегодня в республике целых 3 театра для детей и взрослых на русском, ингушском языках. Теперь уже не на подмостках старого дома культуры Назрани 60-х годов ставит известнейший роман Бокова «Сыновья Беки». Государь помнит подвиг ингушских всадников, но нам нужна помощь. Нужно собрать еще один кавалерийский полк. О таком признании Ахмед Боков не мог и мечтать, ведь связывать свою жизнь с театром, как и с литературой, никогда не собирался. Юность и молодость будущего писателя проходили в селении Сагапши, в дни, когда представителям его класса приходилось с лихвой испытывать на себе все трудности строительства социалистического общества. С 13 лет, еще учась в школе, Ахмед Боков подрабатывал в колхозе на различных работах и лишь во время депортации случайно попал на прослушивание в театральный институт в Казахстане. Так и начался его творческий путь длиною в целую жизнь. Научная значимость его произведений огромна в том плане, что он не просто писал, он сохранял лицо эпохи, образ эпохи, той, которая ушла, но той, в которой формировались наши отцы, наши деды. Мы читаем романы и постепенно окунаемся в его эпоху, в его время. Но и в то же время колоссальная заслуга его и в том, что он умел и историческую правду передать. Первый рассказ писателя «Буран» на ингушском языке был опубликован в газете «Знамя труда», выходившей в городе Алма-Ата в 1957 году. Затем он пишет рассказы «Честь», «Мой спутник», «Последняя ночь» и многие другие. Печатался в газетах Казахстана, Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. Сегодня вспоминает не только о творчестве писателя, но и о его вкладе в присвоении звания города-героя Малгобеку. Именно Ахмед Боков был инициатором по созданию хроники таких важных моментов в истории ингушского народа, как гражданская война, Малгобекская стратегическая оборонительная операция во время Великой Отечественной войны, подъем сельского хозяйства, нефтяной промышленности и многого другого. Он был в комиссии по увековечению подвига города Малгобек, город воинской славы. Уже давно занимался над этим вопросом перед уходом из жизни. Он сам приехал на машине и позвал меня, чтобы передать эти материалы. А он был очень тяжело болен тогда. Я ему говорю, вот, Ахмед Хамидович, вы почему приехали? Я сам приехал бы на телефон ваш звонок, чтобы получить эти материалы. Он сказал, я считаю это своим долгом. В копилке первого народного писателя ЧССР Ахмеда Бокова множество наград и званий, но больше всего он дорожил письмами читателей. В архиве Ахмеда Бокова их более 300. География благодарных читателей впечатляет. Это города и населенные пункты, разбросанные от Молдавии и до Сахалина, от Ленинграда и до Казахстана. Ахмеда Бокова не стало 2 апреля 2006 года. Через 2 дня после его смерти вышел указ президента России Владимира Путина о награждении писателя орденом Дружбы за заслуги в области культуры, искусства и за многолетнюю плодотворную работу. Сегодня его именем назван проспект в столице республики, а в селении Сагапши, где родился и вырос писатель, в его честь названа 19-я школа. Хади Добриева, Амина Бокова, Новости 24. В регионе стартовала неделя безопасного движения. Акция ГИБДД «Пешеход» направлена на снижение числа смертности на дорогах. Инспекторы вовлекли в профилактическую работу и курсантов автошколы «Евлой». Пешеход – самая незащищенная категория участников движения, поэтому с призывом быть предельно внимательными на дороге обращаются к водителям сотрудники ГИБДД. Чаще всего в регионе ДТП с участием пешеходов происходит из-за перехода дороги в неположенном месте и в темное время суток, поэтому желательно носить на одежде светоотражающие элементы. С начала текущего года у нас участие пешеходов произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых
5 человек погибло и 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Из них 2 несовершеннолетних, которые пострадали в результате наезда. В ходе акции мы замечаем большое количество нарушений как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей транспортных средств. Со всеми участниками дорожного движения, как с пешеходами, так и с водителями, у нас проведена профилактическая беседа. Также раздавались профилактические буклеты. Если правила соблюдают, никаких аварий не будет, и ДТП не будет. Ну, пешеходу обязательно надо уступать. Возле школы тоже надо осторожно, сбавить скорость и проехать потихоньку. Ровно 4 года назад ингушский борец Калой Картоев завоевал серебро на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда в последней схватке наш вольник, выступая в весе до 84 килограммов, встретился с именитым российским борцом Абдул-Рашидом Садулаевым, который стал олимпийским чемпионом. Калой на тех играх представлял Турцию и стал вторым ингушским спортсменом, кто завоевал медаль Олимпиады в Рио. Первую золотую в копилку страны принес несколькими днями ранее Хасан Халмурзаев. Ко дню государственного флага Российской Федерации, который мы отметим, напомню, 22 августа, в Сунже на базе первой школы прошло мероприятие. В интеллектуальной игре, организованной региональным советом сторонников партии единороссов, приняли участие 4 команды. А вопросы в основном касались госсимволики. Хава Газикова расскажет. Росквиз – это своеобразный микс таких телевизионных шоу, как «Брейринг» или «Что, где, когда». Тематика самая различная – политика, культура, история, экология. На этот раз интеллектуальная игра была приурочена ко дню государственного флага Российской Федерации. В зале 4 команды, в каждой по 6 участников. Игроки X-Time представляют гуманитарный колледж Сунжи. Ислам Джандыгов, капитан команды, уверен в их силах и настроен только на победу. Состав команды сформировали и отправили. Был малый срок на подготовку, но уверены в том, что выступим достойно. Не уступают в уверенности и другие команды. Соперники X-Time сегодня МГЕР, Политстартап и волонтеры Конституции, которые именуют себя доброй волей. В команде «Молодой гвардии» сегодня собралась такая разношерстная команда. Это и молодые люди, это люди с образованием, люди с 2 образованиями. Мы обладаем достаточными знаниями для того, чтобы быть уверенными в своей победе. Надеюсь, сегодня в честной конкурентной борьбе наша команда сможет одержать победу. Комфортное волнение, это такое радостное волнение. И я думаю, за тот период времени подготовки по проекту, кадрового проекта «Политстартап» у нас сложилась уже командная работа. И именно такие неформальные встречи нам помогают более крепко выстроить наши дружественные и командные отношения с будущими кандидатами в депутаты Горсовета Сунжи. Когда впервые был поднят трехцветный флаг России, самый высокий флагшток в мире. Интеллектуальная игра – это непростой тест. За считанные секунды вспомнить единственно правильный ответ удается далеко не всем. Вопросы, звучавшие в зале, в основном касаются истории государственной символики России. В Росквиз 5 тематических раундов. На каждый ответ у команды есть всего полминуты. Не совсем честные производители алкоголя стали размещать государственные знаки Российской Федерации на своей алкогольной продукции. Если проводить аналогию с Западом, то там можно купить что-то вроде франшизы и размещать, например, флаг США на своих продуктах. Инициатор интеллектуального состязания – региональный совет сторонников партии единороссов. Цель игры, как заявляют организаторы, это популяризация знаний истории своей страны. Игры Росквиз проходят обычно 3-4 раза в год, которые бывают приурочены к знаменательным датам, как и сейчас, Дню российского флага. Команды, которые уже с нами играют, у нас даже есть некоторые команды, которые уже 7-8 раз с нами, которым нравятся эти мероприятия, участвуют. Мы им тоже всегда рады, мы, кстати, приглашаем и другие команды для участия, таких же молодых, амбициозных, умных ребят. Жюри подсчитывают результаты игры по баллам. Победителем Росвиза с отрывом в 7 баллов становится команда X-Time. Мы учимся в гуманитарном колледже на юридическом факультете, и все наши знания, которые мы здесь проявили, это заслуга наших учителей и директора, который вложился. Хотели выступить хорошо и на дополнительные вопросы ответить, которые не включены в раунды. А насчет победы, то это было очень приятно. Второе и третье место заняли МГЕР и Политстартап. Победителям вручили дипломы и ценные подарки. Хава Газикова, Карамат Дасхоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.